Утро 10 октября, время 5 часов 30 минут. Радио России слушаю. На улице, ребят, 0 градусов. Сейчас выйду, покажу. Я уже собираю рюкзак. Хотел в одно место сходить подальше, но посмотрел на градусник, еще темно было. 0 градусов. 5 часов было 0 градусов и безоблачно. И все так резко поменялось, ребят. Все. Капец. Да, Тулан даже. Вот такие дела. Вчера был дождь, сегодня снег. Снегопад. Еще какой. Сильный. Зато будем видеть следы, кто где пробежал, прошел, ползком шел. В общем, это для охотника тоже один из плюсов. Второй из минусов, блин, это в середине дня это все будет таять. Я вот тоже, блин, думаю, куда идти. Дальний путь тоже сходить. Как суслик будешь, блин, замерзнешь. И вот сейчас чуть-чуть перестал. Потом отложишь, и если прояснится тоже. Короче, вот так думаю, блин, места не нахожу. Куда идти? Небо такое вот. Северный ветер вышел. Дует северный ветер. Но не скажу, что так холодно на улице. Ладно, пока думаю. Увидите, куда я пойду. Где я буду бродить. Самое главное, утро показал вам. Вот. Первый снег, между прочим. У нас снега еще не было. 10 октября, первый снег. Планы. Нормально. Так и должно быть. Сейчас позавтракаю, чай попью. О, чайник закипел наконец-то. В термос чай возьму и газку. Все равно хоть до обеда побродим. Сходим, побродим. Светло здесь, тепло, хорошо. Вроде проясняется. Вроде проясняется, ребят. Ладно. Сходим, побродим. Тулана тоже возьму. Пускай бездельник со мной будет. Вот. Взял такие перчатки сегодня. Не помешает. На улице прохладно, 0 градусов. Все. Шли. Побежал. Включусь на минутку, ребят. Ну, примерно 2 километра я уже прошел. Сегодня вообще тишина в тайге. И включился, чтобы показать эту красоту. Вот здесь все хорошо видно. Скажем, если где-то опасность какая-то, или если кого-то ищешь, там зверя, или еще птицу. Вот видите, как просторно, все красиво. Вот подсада нету. А вчера я проходил, да и справа, если посмотреть, там уже подсад. А вот здесь вот смотрите, благодать. Собака тоже бегает, ищет, но, к сожалению, ни одного взлета. Что-то в этом году крупной дичи, глухарей, я не знаю, вообще есть ли они тут. Вот и тулан. Туламы. Свищу там, рябчиков маню, но тоже не откликаются. Я отошел сегодня в сторону от реки. Сейчас, конечно же, после обеда еще мы будем у реки, но сейчас я вглубь тайги зашел. Ходим в тайге. Именно где нету рек, где, получается, идем мы в сторону вырубки. Есть еще у меня как бы надежда возле вырубки там увидеть косачей и глухарей. Посмотрим. А рябчиков тут нету. Я надеялся, здесь обычно я тоже встречаю их.
Тишина. Тишина. Сейчас, если не забуду, сейчас дальше пойду и покажу, где я позапрошлом году встречался с оленями. И когда это уже, года 2, наверное, прошло. Красота, тишина. Бывают временами так ветер поднимается, гудит тайга. Вот то самое место, ребят. Вроде здесь очень много поваленных деревьев, а там под садом вообще стена. Ну и справа тоже, вот если посмотреть, все в подсадах. И знаете, вот они отдыхать легли именно вот этот вот сад. Я имею в виду оленей. Я с этой стороны вот так шел, короче. И не это от Тулана или не от... Да, наверное, все так от Тулана, потому что, бля, такой грохот начался. И вот тогда, знаете, самый смелый человек даже может испугаться. Потому что не понимаешь, что за шум там. И такое вот хрюханье от них тоже вот, между собой там они тоже вот мычат как-то. И этот... Не понимаешь, это медведь или лось, или олень, блядь, слон, бегемот, что там за этими елками. И они, короче, вот так, они по полукругом так шли. Я слышу их грохот. И знаете, вон там пустырь, там низина, вон там идет. И они, короче, ломанулись, где-то 7 штук, наверное, их было. Гнал Тулан их вот тут. Вот там в низине они бежали. Самое главное, сколько раз я замечаю, у оленей этот вожак, самый главный, основной, у кого рога самые крутые, блин, он всегда позади стаи. Короче, 6 штук впереди, вот самки там, малыши бегут, а самец самый последний, и Тулан за ним, вот. Это говорит о том, что, вот, скажем, вот, я думаю, это, знаете, вот когда волки гонят оленей, вожак защищает свою вот стаю. Я не знаю, стая или как там, наверное, стая оленей или как. Одним словом, вы поняли. И Айда еще жива была, я вот снимал, там за рекой мы ходили, там 10 штук их было. Тоже в упор они были, там стрелять не хочу, 30 метров, наверное, от сил. Но я их ни разу еще не стрелял, не добывал. Охотники между собой общаемся, так начну рассказывать. И вот, говорю, видел столько-то, столько. Че, говорит, не стреляешь? Мне он не нужен, понимаете, мне важнее этот рябчик и глухарь. Вот, побежали и побежали. Тогда тоже вожак был самый последний, вот, я видел, и они в ряд так стали, за 300 метров примерно они вот стоят там, и просто стоят, остались там. Стоять мы своей дорогой пошли, а они своей. Спокойно так начали шагать. В прошлом году вот встречались с оленями, тоже снимал для вас. Тогда вожак первый был. Но это как бы, я не знаю, но они бегом тоже шли от кого-то. Вот. Такие случаи встречаются. Просто включился немножко рассказать, просто вот кому-то интересно, может, такие вот моменты из жизни своей. Так иду, вот вижу так дерево. Когда-то я здесь рябчика стрелял, или еще где-то там глухаря, где-то косачей, где-то куницу. Все воспоминаний, каждое дерево там бывает, помнишь, где часто ходишь, где-то что-то добываешь, ты просто запоминаешь это, и хочется вот так перерассказывать. Вот Тулан идет. Вот ходит туда-сюда, бедолага тоже ни хрена ничего не может найти. Что поделаешь, если нету. Когда есть, собака работает идеально хорошо. Даже медвежьих следов нету, лосиных следов что-то в этом году вообще тоже нету. Тишина. Ладно, идем дальше. Да, вот тут они были когда-то. На 2 года прошло. Да, грохот, конечно, стоял. На него тоже защищаются, они прячутся вот в таких местах. Их, бывает, пройдешь, не заметишь. Вот когда натыкаешься, они выскакивают и убегают.
потом их видишь. Вон там рябчик свистит. Сам откликнулся, я и даже не свистел. Сосновый лес тут хороший. А вон он взлетел, улетел. Справее, оказывается, был. А самочка там в низине. Ух, хороший лес. Здесь глухари должны быть. Море, а тут вообще никого. И ягод по осени было очень много даже. Почему так? Вон черника. Все есть. Кого-то лает. Там сосны большие. Сейчас подойду. А не птица там. Белка, что ли? Не понял. Кого он лает там? Короче, ребят, я не нашел его. Но она на елка или белка, или куница, может, где. Все, оставляем. Молодец, что отработал, но это не птица. Не знаю кто. На елке где-то. Надо стукнуть топором. Если два человека, один стучит, скажем, топором, другой смотрит. И где-то белка или куница шевельнется, вот уже легче находить. Но он чувствует, слышит, но не понимает, на каком дереве сидит. Не точно лает. Ладно, оставляем. Да, ребят. Тут, смотрю, делать нечего. Вот это заросло. Вроде как в прошлом году еще другая картина была. Где-то метров 200 отсюда. Если по этой опушке. Но это на семенник оставляли лес. Вот здесь косачи были. С десяток, наверное. Я 200 метров прошел к ним. И со 100 метров одного добывал. Это в прошлом году было. В этом году тишина. А вон оттуда я иду. Вон, вдоль этой вырубки.
вообще гуща леса. Все, короче, можно сказать, можно забыть этот уголок, чтобы кого-либо тут увидеть. Ну просто тут чаще. Все, здесь больше они не будут, глухари, водиться. Они на свежей вырубке где-то. Да. Ну, каждый год я тут прохожу и буду ходить еще. Почему? Сразу, конечно. Сразу говорить не стану, что больше сюда не приду. В следующий раз пойдем вон там. Там просека идет. По этой просеке сходим на дорогу и по дороге еще побродим. Сегодня я пойду к реке. Я еду не взял, чтобы на целый день. Там целый день уйдет у меня, если туда я пойду. Надо с термоса чай попить. Тишина. О, как погода поменялась. Думал, сегодня слякоть будет, дождь идти. А смотрите, даже снег не тает. Да, надо было, конечно, на дальнюю дорогу сходить. Там интереснее, я думаю. Одна надежда на тот угол, где я могу встретить их, глухарей. Но здесь тоже бывают они. Каждый раз встречаю. Ну вон, что превратился это. Новый лес уже выходит. Ель. Ёлки-палки. Короче, бахнул одного рябчика, ребят. Вон там еще один сидит. Ой, так неудобно. За ветками. Не пробьет пуля. Там два рябчика. Пуля не пробьет. Вон там один лежит. И тулан вернулся. Улетел. Да. С туланом много не настреляешь, хотя под выстрел хороший был. Там еще один сидит. Ладно, хоть одного возьмем-то. Тулан, всех пугаешь, блин. Да, ну, поряд. Где-то здесь он. Но он хорошо упал. Найти бы еще. Угу. Найти бы еще. Не помню. Ориентир потерял я. Возвратился на место стрельбы. Ребят, я ориентир потерял. Не помню. Куда я? Не помню я, куда я стрелял. И тулан там тоже. Фу, бля, вообще не помню. Как так? Здесь уже ходил я, между прочим. Так, короче, если найду, включусь. Вон он с помощью тулана нашел. Тула, фу, давай. Все, давай. Тула, Коль. Вон. Фу, ребят. Самочка, оказывается. Рюкзак оставил, все оставил, блин. Вот это да. Мои следы, наверное, вон мои следы, везде следы. И там кружил уже сколько. Последний момент, ну, я уже позвал Тулана, чтобы вместе искать. Как бы Тулан, знаете, ну, он не жадный. И я не боюсь, что вот он возьмет и украдет, унесет. Нет такой привычки. Конечно, у него есть такая вот привычка, ну, щипать, или я не знаю, он может просто перья щипать, ему удовольствие, это, от этого удовольствие попивать, щиплет. Вот, и, короче, сейчас уже третий раз, я все вещи оставил там, по-новому смотрел, в какую сторону стрелял.
Еле-еле нашел. Тулана позвал, и он впереди меня шел и начал там туда-сюда хвостом вилять, значит, где-то рядом. И вот включился и нашли мы. Самое главное. Самочка. Ну, с добычей нас. Первый рябчик сегодня. Без собаки я мог бы, конечно, добыть еще. И может быть второго. Потому что под выстрел хороший мишень был. Ну, ладно, ищем дальше. Ну, самое главное, начало есть. Начнем с малого. Ну, не скажу, что быстро похолодает, потому что лапы у него еще голые. Голые, клёша я не вижу. Вот это до, где-то, если посмотреть, выйдет вам. Если посмотреть, вот эти перья до сюда дойдут. Вот. Закроется все, утепляется. Вот. Добытчик наш. Хорошо. Ладно, идем дальше. Хороший выстрел. Примерно 30 метров, наверное, был. Так, ребят, небольшой перекур. Перекур и перекус. Чай из термоса попью. Сегодня разовый чай взял. Когда завариваешь термос, блядь, такой неприятный от заварки невкусно. Место такое нашел. Здесь ветровал, очень сильный ветровал был, страшный ветровал. Сейчас вот года, сколько там, лет 7, наверное, прошло, и уже начало деревья гниют и более можно пройти. Раньше обходил это место, прям страшный ветровал. Где-то на метров 400, прям так вот прошел ветер, повалил, волок такой получился. Там еще впереди такой же, там сосны еще повалило капитально. Тулан заработал. Это или рябчика, или белку лает. Давно уже молчал. Сейчас хотя голос подал. Пару часов уже ходим. Сейчас в сторону реки буду идти. До этого по сосновому лесу шли, по еловому такому, елки. И вот такая дружба. Тулан, Lok, що їш там? Так. Помоги, я лягу. Так. А. Ну. Так. Lemna.
Проголодался, что ли, бездельник? А. Oi, perva. Kuulijossa sieltä na. Tullaan me. Ei. Kyllä on. Tullaan. No. Все. По-братски. Пополам. О, это еще. Поедем. Нахам решил. Все. Тюрьма. Все, тюрьма, man. Вперед. Можно сегодня. Tullaan, все. Идем дальше. Подкрепились. Ну все, мон, Тулан. Мон сетчася. Тюрьма. Könne. Kön. Tule. Abo. Gdzie się masz teraz? A gdzie się masz? Так намного вкуснее, ребят, чай. Когда завариваешь, а в термосе, когда чай разбавленный, в общем, он невкусный. Дошел до реки. Ух. Ну, вода чуть-чуть, наверное, идет. Поднимается, но немного. Пока шли, вообще тишина. Одно самка только рябчика слышал и все. Собака тоже молчит. Куда-то, вон оттуда он пришел уже. Видите как? Никто не откликается. Вон там следы бобров на другом берегу. Тишина, ребята. Сегодня хоть один выстрел услышал. Где-то с той стороны севера. Так. Северо-запад примерно, наверное, направление. Один раз выстрелил кто-то. Далеко, еле слышно было. Ну вот. Порыбачить надо. Один день на рыбалку поставлю. Чисто рыбачить. Вода, конечно, сейчас уже мутноватая, но все равно, когда хариус берет, он берет. Если нет, так бесполезно ждать чистой воды или какой-то еще что-то там. Ну, такое, рыба такая. Если у них жор начнется, ничего не помешает им. Ни вода, ни шум, ни гам, ничего. Он просто будет брать и все. Тула, пошли дальше. Даже собака, вон, смотрите, далеко не уходит. Просто, ну, следа никакого нету, чтобы взял и пошел по следу куда-то. Вот такие дела. Идем дальше. Туда показывает.
Вон елка огромная. Не знаю, ребят, кого-то лает. Уже которая белка, блин, за сегодня. Не могу понять. Не знаю. Или белка, или куница. Хрен пойми, там елка 30 метров высотой, блин. Не точно лает. На разные деревья самое главное лает. Не вижу. Но и отвлекаться на это я не стану особо. Конечно, хотелось бы вам показать что-то. Кто там есть, кто сидит. До этого рябчики были еще 3 штуки. Ничего не получилось добыть с собакой. Как-нибудь другой раз вдоль реки я пойду и чисто на рябчиков поохочусь. Не ровно лает. Не понимает, откуда-то чувствует, но не знает, на каком из деревьев он сидит. Тула, пойдем. Вон Тулан. Ну что, ребят, включился, чтобы показать озеро. Смотрите, все высохло. Раньше, вон до того уровня всегда я обходил вон там. Здесь. Когда проходил вдоль реки, я обходил вон там. Сейчас, ребят, смотрите, вода где. Там яма, наверное, небольшая осталась. Здесь крупные караси раньше были. Я ловил. Сейчас фиг знает, что-то есть в этой луже или нет. А может и есть. Кто его знает. Вон даже рыба. Я видел даже рыбу. Не крупная, вон. Нет. Или рыба, или не рыба. Нет, это жук, ребят. Вон я вижу. Плюет. Это жук. Блин, волна такая после него остается, как будто рыба. Нет. Там жук, вон до сих пор еще идет. Или же, ребят, может я путаю, может такой длины, сантиметров 5, рыбина небольшая. Может быть, тоже оно. Да, глубины тут не осталось. Здесь поворот только озера. Потому что вон береза свалилась, и ветки торчат. Если глубоко было бы, ушла бы вершинка под воду, и даже веток не видно было бы. От силы на 1,5 метра глубина здесь осталась воды. Жесть. Да, действительно, я здесь карасей ловил, капитальные караси были. 20 сантиметров длиной. Ну, блин, такие шикарные карасища такие, толстые. По осени их я ловил. Если сейчас закинуть сетку, может и попадет тоже, кто его знает. Вот. Ну, вам показал, во что превращаются озера, реки. Все высыхает, просто высыхает. Вон до туда уровень был. Вон. Упал. С грохотом упал. Сейчас схожу. Что-то заактивировался Тулан. Ищи. Да. Нелегко. Но он не шорохом именно в подсад упал, а именно вот как камнем. Вот как будто от камня упал на пустое место. Понимаете? Короче, ребят, я не нашел.
я недалеко уже от избы. Сейчас схожу на избу, бля, этот плащ, раздену, ружье оставлю. Может, навигатор возьму. Не может быть, чтобы я ее нашел. Просто я ориентир чуть-чуть, бля, могу потерять. Но знаю, откуда стрелял. И примерно куда он улетел, на какое расстояние. Просто надо тщательно смотреть. Он камнем упал. Он камнем сперва куда-то об дерево попал, потом уже прям упал. В общем, сейчас схожу на избу и буду дальше искать.